Якутске завершился третий Якутский международный кинофестиваль. В субботу в зале Сахатеатра состоялось награждение победителей основного конкурса и вручение серебряных и золотых снежных очков лучшим из лучших. Несмотря на светский тон мероприятия, закрытие фестиваля прошло в теплой, можно сказать, семейной обстановке. Полный зал любителей кино, веселый юмор, волнительные минуты ожидания оглашения имен победителей и неизменные президент кинофестиваля Эдуард Пичугин и мэтр якутского кино Андрей Борисов. Сегодня непростой день. Это не завершение фестиваля, а сегодня это продолжение. И мы думаем сегодня о следующем, о четвертом фестивале, который пройдет в следующем году. И это самое главное для нас всех, для России. Потому что Якутия это сердце России. Берегите каждый фильм, который мы создаем. Берегите каждого человека. Искусство кино должно быть ответственно перед жизнью. И жизнь должна быть ответственна перед искусством кино. Очень надо друг друга. Не так уж нас много талантливых, великих. Не так уж нас много. В рамках кинофестиваля прошло награждение по 3 номинациям на приз зрительских симпатий. За лучшую мужскую роль в якутском кино диплом получил Валентин Макаров, сыгравший в фильме «Топтал». Участвую в этом фестивале впервые. Я очень рад, что получил именно приз зрительских симпатий. Для меня это было неожиданно, конечно. Ну и наш фестиваль международный это о многом говорит. И в этом году прибавили тюрко-монгольскую отдельный приз вот этот для тюрко-монгольского кино, и поэтому тоже наши братья пришли, и мы все за них очень рады. Привет всем, кто любит якутское кино. За лучшую женскую роль приз «Серебряные очки» с бриллиантом получила Вика Курлова из фильма «Государственные дети». Приз зрительских симпатий 3-го Якутского международного кинофестиваля за лучший якутский фильм получила творческая группа «Детсад» за фильм «Топтал». Можно сказать, ребята в этом году удостоились главной награды – признания любви зрителей. Спасибо кинофестивалю за такой праздник кино, за такие душевные разговоры, за мастер-классы. Спасибо организаторам, спасибо президенту нашему кинофестиваля. Огромное спасибо зрителям. Низкий поклон. Без вас кино не существует. Мы стараемся для вас, зрители. Мы вас любим. За эти 3 года кинофестиваль значительно вырос и расширил свои границы. За симпатию аудитории в этом году боролись создатели 15 кинолент по 2 основным конкурсным номинациям – тюрко-монгольского и арктического кино. Всего за неделю было показано более 50 фильмов, включая неконкурсные работы. Диплом за лучший актерский дебют в конкурсе тюрко-монгольского кино удостоился актер из Кыргызстана Анвар Османалиев за фильм «Под небесами». Диплом за режиссерский дебют получил Кенжебек Шайкаков за фильм «Шалаш». Диплома за первый калмыцкий фильм, открывающий миру новую кинематографическую территорию, удостоился фильм «Чайки» режиссера Эллы Манжиевой из Калмыкии. Фильм представила исполнительница главной роли, актриса и супермодель Евгения Манжиева. Вы объединили столько много разных культур. Вот тюрко-монгольская, мы, в принципе, все же одна семья, большая одна семья. И очень здорово, что мы можем друг друга увидеть. Знаете, Калмыкия на самом деле очень далеко от вас. И для нас огромная честь получить такой приз. Специальный приз за лучшую женскую роль в этом году получила актриса из внутренней Монголии Бадыма за фильм «Наржима». Диплом за лучшую работу режиссера и серебряные очки в конкурсе тюрко-монгольского кино удостоился бурятский кинорежиссер Баир Дышинов за фильм «Степные игры». И, наконец, золотые снежные очки за лучший фильм года получил якутский режиссер Сергей Потапов за картину «Бог Дюсегей», участник конкурса тюрко-монгольского кино. К слову, Сергей Потапов был также удостоен специального приза Международной ассоциации кинокритиков «Нетпак» за уникальное соединение документальной стилистики и мифологического мышления, которое раскрывает национальную картину мира народа Саха. Очень хочу поблагодарить членов жюри, что они почувствовали мой фильм. Это вот самое главное. Я вообще в шоке, я не знал, я не чувствовал, что так. Спасибо. Архал! Уруй! 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 Другой якутский
Якутский кинорежиссер Степан Бурнашов был награжден серебряными снежными очками и специальным призом за честный рассказ о поисках себя в современном мире за свой фильм «А ты налог». Неожиданно получил приз, не рассчитывал, потому что в моем конкурсе очень крутые режиссеры, крутые фильмы. Спасибо всем за поддержку, особенно своей семье, родителям, жене, детям. Ну, фестиваль наш на высоком уровне проходит, очень хорошие, крутые фильмы у нас. В конкурсе арктического кино обладателем главного приза «Золотых снежных очков» стал российский фильм «Райские кущи» Александра Прошкина. Специального приза главы республики за убедительное раскрытие темы гуманизма и дружбы между народами удостоилась турецкая картина «Слияние двух сердец» Хасана Керака. В общей сложности 8 российских фильмов были удостоены призов кинофестиваля. Третий Якутский международный кинофестиваль окончен. Президент Якутского международного кинофестиваля Эдуард Пичугин и художественный руководитель фестиваля Андрей Борисов подчеркнули, что это не закрытие, а начало планирования 4-го фестиваля. Надежда Ефимова, Джулстан Трофимов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.